Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64,20, за евро 70,67. Американскую валюту, по данным сайта Банки.ру, обменять в Якутске выгоднее всего в Восточном банке. Курс покупки и продажи остановился на отметке 64,20 и 64,55 соответственно. Лучший курс обмена евро в Якутске все в том же Восточном банке. Покупки 70,75, а продажи 71,05, передает сайт Банки.ру. Владимир Путин во время саммита БРИКС в Бразилии выступил с предложением о совместной работе в сферах информационной безопасности и энергетики. Он также подчеркнул, что государства-участники БРИКС прилагают все усилия для обеспечения стабильного развития своих экономик. Президент рассказал об успешном опыте России в проведении сбалансированной макроэкономической политики, что помогло улучшить показатели инвестиционного и делового климата. Глава российского государства также подчеркнул, что Россия надежно обеспечивает поставки энергоносителей на мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя гарантировать экономический рост, отметил президент. Своих экономик. Готовы расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использовании экологически чистых видов топлива. Среди перспективных направлений совместная работа производства возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, применение природного газа в качестве моторного топлива. Не могу не упомянуть, что Россия обладает и самыми передовыми, чистыми и безопасными технологиями мирного атома. И мы успешно развиваем сотрудничество в этой сфере с партнерами по БРИКС. Прежде всего с Китайской Народной Республикой и с Индией. Запасы нефти арктической зоны в России оцениваются в 7,3 миллиардов тонн. Природного газа около 55 триллионов кубометров. Такие данные привел глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Отмечается, что на арктическом шельфе находится примерно 41% нефтегазовых ресурсов региона. Наибольшим потенциалом обладает Ямало-Ненецкий автономный округ. Сегодня арктический регион рассматривают как стратегический резерв страны. В правительство России направлен запрос с предложением выделить дополнительные средства на переселение граждан из ликвидированных населенных пунктов из полярных станций Крайнего Севера. Подробнее в обзоре экономических событий расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а как в целом идет программа по переселению с Крайнего Севера? Юль, о реализации этой программы в целом можно судить по двум фактам. Во-первых, люди ждут очереди на получение такого сертификата десятилетиями. Ну а во-вторых, на 2020 год предусмотрен всего 1% от необходимых для завершения этой программы средств. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Комитет Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока направил в правительство запрос с предложением дополнительно выделить 590 миллионов рублей на жилищные сертификаты для переселения граждан из ликвидированных населенных пунктов из полярных станций Крайнего Севера. Отмечается, что в финансировании нуждаются также и жители действующих населенных пунктов, которые хотели бы покинуть регион, но вынуждены долго ожидать получения жилищного сертификата. Иногда ожидание длится 50-60 лет. Право улучшить условия проживания по программе переселения имеют граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, переселенцы с Крайнего Севера и из закрытых административно-территориальных образований, увольняемые военнослужащие и молодые семьи. По состоянию на начало 2019 года на учете состоит 190 тысяч семей, однако был запланирован выпуск 7 тысяч жилищных сертификатов на сумму более 16 миллиардов рублей. Комиссия Госдумы России по правовому обеспечению развития предприятий оборонно-промышленного комплекса выступила с предложением добавить в критерии оценки эффективности глав регионов показатели импортозамещения в госзакупках. Наряду с этим предложением комиссия выступает за внесение изменений в законодательство о государственных закупках в части установления обязательной доли российской продукции в государственных закупках. Законодательство необходимо дополнить требованием к государственным заказчикам, субъектам Российской Федерации, приобретать у российских поставщиков не менее половины объема продукции. Размер доли в 50% обоснован данными Минпромторга по оценке возможностей российской промышленности для нацпроектов. Как достигать, должны решать регионы на местах, отметили авторы инициативы.
Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение. 60, а то и 70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода и невозможность делать сбережения. Однако каждый 10-й должник является убежденным неплательщиком, не желает платить, надеется на антиколлекторов и считает, что статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавит их от долговой нагрузки. Среди остальных причин называется забывчивость граждан, мошеннические действия и несогласие с суммой долга. Согласно статистике, регулярно кредитными продуктами пользуются 89% граждан со средними доходами. 22% россиян выплачивают кредит на автомобиль, а 20% на неотложные нужды. Участники программы «Дальневосточный гектар» смогут получить землю в собственность досрочно. Для этого достаточно будет оформить ипотеку на строительство дома на выделенном участке. Законопроект об этом Минвостокразвития внесет в Госдуму уже зимой, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Сейчас заявителю на получение дальневосточного гектара в течение первого года необходимо определиться с видом использования участка. Через 3 года задекларировать ход освоения, и только к завершению 5-летнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. Министерство труда России подготовило законопроект о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, который предполагает разрешить губернаторам регионов ограничивать доступ к некоторым профессиям для мигрантов. Отмечается, что сейчас главы регионов могут регулировать численность приезжих в своем субъекте изменением стоимости патента и запретом некоторым типам фирм, например, строительным, брать их на работу. Остальные ситуации решает федеральный центр. Такую инициативу в ведомстве объяснили защитой национального рынка труда, хотя по статистике, приводимой Минтруда, в январе 2019 года в целом в России мигранты составляли не более 2,2% рабочей силы. Впервые подведена статистика покупок жителей России во Всемирном дне шопинга 11 ноября. В нем приняли участие около 5 миллионов россиян, совершив более 30 миллионов покупок на 17 миллиардов 200 миллионов рублей. В среднем жители России тратили по 350 миллионов рублей в час. При этом в пиковые часы оборот превышал миллиард рублей. Самым популярным товаром стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор. Самыми популярными категориями стали одежда, товары для дома, электроника и детские товары. Всего же 11 ноября были реализованы товары на общую сумму 30,7 миллиарда долларов, что на 27% превысило показатель предыдущего года. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юлия Нуа, свежая и актуальная информация из мира экономики обязательно прозвучит в следующих выпусках. Спасибо, Иван. Законопроект о йодном дефиците может быть внесен в правительство страны в декабре. Пока же у Минздрава есть разногласия по тексту документа с Минэкономразвития и Минсельхозом. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов призвал как можно быстрее завершить работу над законопроектом. Он считает, что йодный дефицит – это катастрофа для здоровья. Он опасен не только заболеваниями щитовидной железы, но и сказывается на росте, развитии мозга и формировании интеллекта у детей. Также планируют изменить порядок расселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, призванный дополнить действующую систему. В документе предлагают наделить Минстрой новым полномочиям. Сейчас ведомство утверждает основания и порядок признания жилых помещений непригодными для проживания. В случае принятия законопроекта оно сможет определять и критерии признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. А регионам позволят вводить дополнительные меры поддержки для переселенцев, чьи квартиры в аварийных домах были единственным жильем. Например, через субсидии на покупку нового жилья или возмещение процентов по ипотеке. В поселке Максоголов жильцы муниципальных квартир жалуются на плесень в домах. Опасные микроорганизмы буйно цветут в нескольких квартирах дома по улице Соколиная, 1. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Черные и зеленые пятна в углах и на стенах, высокая влажность, конденсат на окнах, затхлый запах. Со всем этим уже не первый год борется Татьяна Жиркова. В многоквартирном доме по улице Соколиная, 1 она живет с 1999 года по договору социального найма. Занимает 2 комнаты в секции. По ее словам, проблемы с плесенью начались еще в 2000 году. В первое время она пыталась самостоятельно справляться. Несколько раз в год делала косметический ремонт, предварительно обработав стены дезинфицирующими средствами. В этом году уже я не выдержала, вызвала санэпидемстанцию, Роспотребнадзор,
Факты того, что действительно у нас так невозможно проживать, это все подтверждено актами, неоднократно я обращалась. Плесень – это токсичный грибок, разрастается на камне, кирпиче и дереве. Колонии микроорганизмов подсыхают, превращаются в пыль, смешиваются с воздухом и попадают в легкие. Это провоцирует легочные заболевания. У нас начинается с сентября, с октября, у нас бронхиты, у нас простудные, у нас это постоянно все вот эти рецидивы идут заболеваний. С ребенком здесь жить я даже не представляю, как мои соседи живут с детьми здесь. По словам жильцов, плесень образовалась из-за плохой вентиляции в здании. Вентиляция только вот в санузле и в душевой. Но они нам не помогают, это бесполезно. В душевой сколько мы делали ремонт, там уже плесень, даже эта плесень проела кафельную плитку, не говоря о человеческом организме. Жильцы не раз обращали внимание администрации поселка на то, что творится в их муниципальных квартирах, на что им было предложено следующее. Им всем предлагали в частном порядке, ну не в частном порядке, а как бы им сделать вентиляцию отдельно именно в их секции. И можно было же посмотреть, приведет это к чему-то хорошему или нет. Но есть письменные отказы от этого. Инженер мне предложил, давайте мы вам сделаем вентиляционный выход в туалет. Представляете, мало того, что я задыхаюсь здесь от запаха плесени и влаги, мне еще остается дышать канализацией. Также рассматривался вариант обновления системы вентиляции всего дома. Мы заказывали проект, именно проекта вентиляции этого дома. Ну, по итогам этой работы, ну, пока мы не в силах, слишком большие затраты. Сколько стоит это? Ну, около 5 миллионов. Но даже если изыскать средства и поменять систему вентиляции, плесень уже распространилась в катастрофических масштабах. Стены вплоть до подъезда поражены грибком. Вариант переселения наиболее пострадавших семей в другое жилье невозможен, поскольку в поселке Махсагалох муниципальный фонд переполнен. Ситуация сложилась тупиковая, но тем не менее администрации поселка необходимо разрешить ее, ведь на кону здоровье жильцов дома, среди которых 27 детей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Низкие температуры усугубляют любую жилищную проблему. Так, жильцы дома номер 1 по улице Ленина города Алдана замерзают в пятиэтажке много лет. Сейчас в одной из квартир находятся наши корреспонденты, и на связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, здравствуй. Сколько градусов сейчас в квартире? Юлия, приветствую. Мы находимся у Анны Дорошенко, вдовы участника Великой Отечественной войны. Здесь же присутствует соседка Анны Ивановны, Анна Федоровна Браун. Как видим, приятельницы одеты достаточно тепло. Температура в квартире к долгим беседам в легких домашних костюмчиках не располагает. В доме номер 1 по улице Ленина зимой холодно много лет. Нам удалось связаться со специалистами, обслуживающими этот дом. Они пояснили, что вся проблема заключается в старой системе отопления. Ее необходимо менять. Также необходима установка холостого стояка. Анна Ивановна, как спасаетесь от холода? Ставим дополнительный обогреватель в квартире. Одеваемся тепло, чтобы не замерзнуть совсем. Ходим в унтах, одетые. Вот. Сколько раз обращались, бесполезно, чтобы нам это устранили это. Анна Федоровна, вы рассказывали, что централизованной горячей водой не пользуетесь, потому что воду из системы приходится долго сливать, а это счетчик. Да, у нас же водосчетчики установлены. Если горячей водой пользоваться, то надо сколько платить. Поэтому льешь, включаешь кран, 10-15 минут надо ждать. Это сколько воды утечет. Поэтому мы нагревателем пользуемся. Но есть вероятность, что когда-нибудь в доме все-таки будет тепло? В течение 20 с лишним лет уже такая петрушка у нас. Не знаю, куда только мы не обращались. И в управляющую компанию, и к Александру Бугичу, мэру города. Бесполезно. Муж ходил сколько раз на прием. Бесполезно. Только одни обещания. Корни проблемы, которая в период морозов приобретает характер поистине глобальный, известны, однако ее решение требует финансовых вложений. Когда будет решаться проблема, жильцы сегодня сказать не могут, хотя смета была составлена давно. Юля. Спасибо, Татьяна. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Татьяна Вахнина.
Переходим к другим новостям. Прокуратура Сунтарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной пересылке наркотических средств. Подробности расскажет Александр Хавренко. Александр, каким образом подсудимый доставлял наркотики? Невольным наркокурьером стал обычный таксист, которого преступник попросил перевести посылку адресату. Естественно, что в посылке, он не сказал. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. В Сунтарском районе на скамье подсудимых оказался 37-летний мужчина, которого обвинили в незаконной пересылке наркотиков. По версии следствия, обвиняемый, находясь в Якутске, передал водителю такси небольшую коробку от мобильного телефона. О том, что внутри коробки гашиш, отправитель умолчал. А чтобы не вызвать лишних подозрений, положил внутрь для увеличения веса несколько батареек. Наркотики были изъяты сотрудниками полиции в селе Сунтар у получателя в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. $5500 лишилась жительница Якутска. В полицию она пояснила, что обнаружила пропажу денег после того, как у нее в гостях побывал ее знакомый. Полицейские задержали мужчину, 35-летнего, ранее судимого, уроженца Момского района. Мужчина без определенного места жительства и постоянных источников дохода успел потратить большую часть украденных денег. На момент задержания у него оставалось только $700. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Якутске задержан хулиган, открывший стрельбу в подъезде жилого дома. Поздним вечером жильцов дома по улице Лонгинова в Якутске напугали звуки выстрелов в подъезде. Жильцы обратились в полицию. На место происшествия прибыли оперативники уголовного розыска. В ходе проверки сообщения был установлен виновник событий. Им оказался 35-летний мужчина, проживавший в этом же подъезде. У стрелка был изъят травматический пистолет, а на него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». На момент задержания подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В Верхневилюйском районе к лишению свободы осужден особо опасный рецидивист. Мужчину признали виновным в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба. В июле 2019 года подсудимый в ходе совместного распития спиртных напитков получил доступ к мобильному телефону потерпевшего, пока тот спал. Подсудимый произвел 3 операции по переводу денежных средств со счета потерпевшего в общей сумме свыше 14 000 рублей. Похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению. Преступление совершено им в период неотбытого срока условно-досрочного освобождения. С учетом непогашенной судимости действия обвиняемые образовали особо опасный рецидив. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законной силы не вступил и может быть обжалован сторонами. По материалам проверки прокуратуры Кобяйского района возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при предоставлении муниципальных жилых помещений. Установлено, что между администрацией муниципального образования поселок Сангар и 2 гражданами заключены договоры социального найма жилых помещений. При этом, согласно материалам проверки прокуратуры, договоры заключены эффективно. При их заключении муниципальным служащим использованы данные умерших граждан для незаконного заселения в жилые помещения муниципального фонда своих близких родственников. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. На севере Перу с обрыва рухнул пассажирский автобус. В результате инцидента 19 человек погибли и еще 23 получили травмы. Подробности у Никиты Конева. По меньшей мере 19 человек стали жертвами аварии на севере Перу. Еще 23 пострадали. Об этом пишет местная пресса. Все произошло на извилистой горной дороге. Автобус, который направлялся из города Каланкас в провинции Ла-Либертад в Трухильо, административный центр региона, вылетел за пределы трассы и упал с высоты в 300 метров. Причины случившегося пока не установлены, однако в качестве основных версий рассматривают ошибку водителя и плохое состояние самого автобуса. Аварии со смертельным исходом на дорогах Перу не редкость. В последние годы они унесли тысячи жизней. Так, только накануне в похожей трагедии на юго-востоке страны погибли 6 человек, пострадали еще 40. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в республике, стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей. Юлия, на этом у меня все. Спасибо, Александр. А мы переходим к мировым новостям. Власти Венеции оценивают ущерб от самого сильного за последние полвека наводнения. По словам мэра, он может составить сотни миллионов долларов, рассказывает Артем Сторонов.
Гондолы в узких переулках, поломанные столики в кафе, лодки и паромы, выброшенные на берег. Такую картину в среду наблюдали жители и гости Венеции. Город оказался во власти сильнейшего за полвека наводнения. По данным местных властей, уровень воды здесь поднялся на 1,87 метра. На этих кадрах, снятых в ночь на среду, видно, как мощный поток врывается в центр города в сопровождении дождя и сильного ветра. Мэр Венеции Луиджи Бруньяра объяснил, почему именно наводнение оказалось таким сильным. Ветры с севера и юга одновременно подошли ко входу в бухту, загнав морские воды из лагуны и повысив прилив. Без них уровень воды поднялся бы всего 1,5 метра. Затоплен оказался остров Пелестрина, защищающий Венецию. Многие дома на нем до сих пор находятся под водой. На острове погибли 2 человека. В 6-й раз за 1200 лет оказался затоплен собор Святого Марка, один из самых узнаваемых символов Венеции. Вода пробилась в склеп базилики, почти полностью покрыв находящиеся там саркофаги. Сотрудники собора спасают деревянную мебель. В целом же потери еще только предстоит установить. Хотя Луиджи Бруньяра уже назвал ущерб огромным и оценил его в сотни миллионов евро. И худшее, возможно, еще впереди. По словам синоптиков, в ближайшие дни плохая погода в регионе сохранится. В Сингапуре разработали искусственную кожу, которую можно распечатать всего за минуту. Она соответствует человеческой по химическим и биологическим характеристикам и нужна для того, чтобы заменить животных при тестировании косметики. Подробности у Никиты Конева. Ученые из Сингапура сделали серьезный шаг, который позволит индустрии косметики отказаться от тестов на животных. Они разработали аналог человеческой кожи, который можно распечатать на принтере всего за минуту. Да, кусочек будет всего-то чуть больше подушечки вашего большого пальца, но и этого достаточно. Сделанная из клеток доноров и коллагена, кожа из пробирки идентична по химическим и биологическим качествам настоящей, человеческой. Однако, перед тем, как использовать ее по назначению, потребуется, если можно так выразиться, выдержать кожу еще 2 недели. После она становится плотнее и теряет прозрачность. Новинку можно использовать для проверки токсичности веществ, а также проникающих свойств активных ингредиентов. Сейчас команда сконцентрировалась на разработке искусственной кожи, которая бы включала пигменты, характерные для азиатов, чтобы на ней можно было тестировать отбеливающий эффект косметики. Медведя-хулигана Прошу депортировали на родину. Содержавшийся в Таллинском зоопарке в Эстонии медведь-хулиган Проша вернулся в Россию. Его встретили на Ржевском таможенном посту в Тверской области. Специалисты собираются выпустить зверя в лес после ветеринарного осмотра и прохождения курса реабилитации. Медведя Прошу поймали в Волгасском уезде в августе этого года у хутора в деревне Кули, после того, как медведь напугал местных жителей. Проша гулял по населенным пунктам, залезал в сады и огороды, разорял пчелиные ульи, переворачивал мусорные контейнеры, мешал движению транспорта, спал на крышах машин. Пока решалась судьба медведя, он провел несколько месяцев в изоляции в Таллинском зоопарке. Этот медведь предпочитает общество людей, населенные пункты. Он ел траву, даже спал на крышах машин, разбивал окна. Он не жил в лесу, но жил среди людей. Так что разумным решением было поймать его. В противном случае была велика вероятность того, что его убьют. В Эстонии нет других мест, чтобы держать медведя временно. План заключается в том, что мы выпустим его в дикой природе в России, но перед транспортировкой в Россию нам нужно место, чтобы его держать. Таким образом, Таллинский зоопарк — единственное место, где мы можем его держать. Медведь Проша вместе с сестрой Полей проходил реабилитацию в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области в феврале 2017 года. Зверей подготовили к жизни в дикой природе и выпустили в естественную среду обитания в леса Псковской области. Но летом 2019-го косолапые оказались в Эстонии. Местонахождение медведицы Поли сейчас неизвестно. Американские издания во вторник сообщили о том, что стриминговый сервис HBO Max ведет переговоры о съемках специального эпизода сериала «Друзья». Моника, Чендлер, Джоуи, Рэйчел, Росс и Фиби могут вновь появиться вместе на экранах телевизоров.
Американские издания The Hollywood Reporter и Variety во вторник сообщили, что стриминговый сервис HBO Max ведет переговоры о съемках специального эпизода сериала «Друзья». По данным журналистов, в обсуждении принимают участие создатели телешоу, продюсеры Дэвид Крейн и Марта Кауфман, а также все 6 основных актеров – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Как пишут СМИ, ссылающиеся на неназванные источники в индустрии, сделка пока очень далека от завершения. Переговоры находятся на самой ранней стадии, и все в любой момент может развалиться. Представители HBO Max пока никак не прокомментировали ситуацию. На возможное воссоединение друзей недавно намекала Дженнифер Энистон. В октябре актриса присоединилась к Instagram и выложила селфи с коллегами по сериалу, которое за месяц набрало 15 миллионов лайков. Позже в одном из ток-шоу на американском телевидении она сказала: «Мы хотели бы что-то сделать, но пока не знаем, что именно». Сериал «Друзья», считающийся одним из самых популярных в истории, выходил с 1994 по 2004 год. После его завершения неоднократно появлялись слухи о съемках новых серий, которые, однако, никогда не подтверждались. Стриминговый сервис HBO Max, принадлежащий компании Warner Media, запустится в 2020 году. Он будет обладать исключительными правами на трансляцию в США всех старых сезонов «Друзей». Сейчас сериал можно посмотреть на Netflix, где он стал вторым по популярности в 2018 году. Это были мировые новости. Мы возвращаемся к событиям региональным. Бизнес на производстве бескаркасной мебели набирает популярность в Якутии. Наша съемочная группа отправилась к одному из производителей. С нами на прямой связи Саргалана Федорова. Саргалана, здравствуй. Расскажи, как устроена компания по производству бескаркасной мебели? Приветствую, Юлия. Пуфики, кресла-груши сегодня один из самых популярных видов мягкой мебели. Мы сейчас находимся в магазине молодого предпринимателя Антона Рудых. Он начал свое производство год назад и сегодня продает в месяц более 30 изделий, большую часть из которых составляют вот такие кресла-груши. В среднем такое кресло-груша стоит от 2000 рублей. Также есть подушки для беременных от 3000 рублей. Пуфики тоже от 3000, кресла-кровати и так далее. Доля прибыли составляет 50%. Антон ведет бизнес в одиночку. Сам себе программист, рекламщик, курьер. И его цех находится в другом городе, он сотрудничает с фабриками. И давайте спросим у него, как ему удается справляться со всем этим в одиночку. Антон, расскажите, пожалуйста, как вы начали свое дело, как пришла идея заняться именно производством бескаркасной мебели и сколько потребовалось первоначальных вложений? Как я пришел к этому бизнесу? По образованию я программист, и после окончания университета я около 2 лет работал в одном IT-стартапе. И за это время мне довелось побывать в нескольких IT-организациях нашего города. И я заметил, что, как правило, общая атрибут всех этих офисов – это наличие как минимум одного пуфика. Собственно, оттуда у меня взялась идея заняться пуфиками. На старте мне понадобилось около 200 тысяч рублей, то есть мой первоначальный взнос. Вот. С какими трудностями я столкнулся? Первое, наверное, самое главное – это помещение, потому что пуфики, точнее наполнитель для пуфиков занимает очень много места, поэтому пришлось искать помещение для склада. Вот. Вторая сложность – это найти хороших поставщиков, потому что многие люди заказывают через Алиэкспресс, но качество пуфиков на Алиэкспрессе оно очень плохое. И поэтому для себя я принял, что буду работать с нашими российскими производителями чехлов. Вот. И третья сложность – это доставка. Очень дорогая доставка, очень много различных компаний предлагают свои услуги, каждый загибает свои ценники, у каждого свои какие-то критерии. Вот. И, то есть понадобилось времени, чтобы найти те транспортные компании, с помощью которых помогут мне как можно быстро, как можно дешевле везти товар из других городов сюда. Вот. Вообще выгодно ли у нас заниматься малым бизнесом? Все зависит от того, в какой сфере ваш бизнес. Я думаю, если IT, то да, очень выгодно.
Ну, у меня сфера продаж. В принципе, продажи выгодны, я думаю, везде. Но производство в Якутске довольно дорого. Поэтому, еще раз повторюсь, я решил для себя заказывать все-таки материалы в других городах и везти их сюда. То есть так выходит дешевле. А в районы республики как доставляете ваши товары? В республике мы доставляем с помощью транспортной компании Почта России, то есть курьерская служба Почта России. Вот. Либо еще можно как, то есть некоторые клиенты, для некоторых клиентов очень дорого везти через транспортную компанию в районы, поэтому они просто просят своих знакомых, тех, кто находится в Якутске, собирается уезжать в районы, они просят, чтобы пуфик привезли им, то есть их родные, так скажем. Вот. То есть такими способами тоже работаем. И планы у вас какие в дальнейшем? Пополнять ассортимент, потому что кресло-груша — это всего лишь напросто как бы стандартный товар. Вот. На самом деле на рынке бескаркасной мебели очень много товаров, которые в России только-только набирают обороты. Вот. А может, посмотрим, как устроена бескаркасная мебель? Да, давайте. Но сначала посмотрим на типы материалов, из которых делаются пуфики, потому что очень частым вопросом для клиентов является, какой выбрать пуфик, потому что если с размером все понятно, то есть большие детские размеры, то с тканями не совсем очевидно. Самый простой материал — это плащевый материал. То есть водоотталкивающая ткань, как правило, его заказывают различные организации. Вот. Далее существует материал мебельный хлопок. Это ткань с рисунками. Ее, как правило, заказывают клиенты в качестве подарков своим детям. Вот. И для себя клиенты обычно заказывают материалы из мебельного велюра. То есть это самый такой максимально приятный тактильный материал. Вот. И давайте посмотрим на конструкцию. Каждый пуфик состоит из двух чехлов, то есть внешний и внутренний. Внешний спокойно снимается, если что, стирается в машинке. Вот. Внутри находится чехол, в который засыпается непосредственно сам наполнитель. Наполнитель — это гранулы пенополистирола, то есть маленькие шарики, благодаря которым как раз-таки пуфики принимают форму вашего тела. Вот. То есть довольно все просто. Спасибо. Антон продает товары через интернет-магазин, но клиенты могут прийти в офлайн-точку и посмотреть на готовые образцы, и протестировать товар, понять, насколько он удобен, и купить или заказать уже на свой вкус. Юлия? Спасибо, Саргалана. Я напомню, на прямой связи была моя коллега Саргалана Федорова. Бесплатное дополнительное образование для всех. Сегодня, когда практически за все обучение необходимо платить, такое нововведение не может не радовать. Центр дополнительного образования СРГ в Ленске в этом году развернул масштабную работу с детскими садами и школами в рамках сетевого сотрудничества. Чему учат педагоги СРГ, узнавала Анна Кожевникова. Это одна из форм сетевого сотрудничества – нововведение в доп. Образовании Ленского района. Первым откликнулся детский сад «Золотой ключик». И для его воспитанников в стенах детского сада появилось сразу два направления – физкультурно-оздоровительное и лингвистическое. Мы предусмотрели в программе, что у нас будет только игровая форма, то есть никаких домашних заданий, никаких проверок. То есть наша цель – это не просто научить что-то, а просто к детям привить любовь к иностранному языку. И у педагога это отлично получается. Детям нравится изучать новые иностранные слова. Мы узнали там всякие животных, цвета и цифры, и буквы еще. Подобные занятия проходят и в детском саду «Солнышко». А воспитанники Чебурашки получают навыки изобразительного искусства и бумагопластики. В детском саду «Белочка» воспитанники изучают ритмику. Планирует руководство СРГ ввести и секцию по шахматам в дошкольных учреждениях. Один из важных моментов – все дополнительные занятия в детских садах проходят на бесплатной основе. В этом году мы получили статус опорного центра дополнительного образования Ленского района, который должен отвечать нескольким критериям. Одним из критериев – это сохранность и увеличение контингента, через которые мы запустили сетевое сотрудничество, чтобы охватить больше детей нашего района.
Сейчас планируется развивать сетевое сотрудничество и в районе. Например, в Биченче в скором времени появится техническое направление для мальчиков. За 2 месяца работы педагогам СРГ удалось охватить уже 350 человек. И это только в городе. Впереди еще не освоенных 16 населенных пунктов Ленского района. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня в рамках форума «Женщины долины Туймада. Консолидация во имя детей». В числе одного из первых мероприятий проходит фестиваль «Мама-лыж» в перинатальном центре города Якутска. Там находится наш корреспондент Полина Долинская. Полина, тебе слово. Здравствуй, Юлия. Сегодня мы приняли участие в действительно замечательном празднике любви, материнства и нежности. В перинатальном центре города Якутска сегодня свой фестиваль открыл «Мама-лыж-2019». Фестиваль, который одним из первых открывает форум «Консолидация детям. Женщины долины Туймада». Свое участие здесь принимали женщины, которые уже являются матерями младенцев в возрасте от 6 до 11 месяцев, а также будущие мамы. Для них были проведены специальные конкурсы, мастер-классы. Они могли научиться шить пеленки, строчить пеленки, шить распашонки, а также делать всевозможные поделки для своих детей. Конкурс проходит не в первый раз уже. Расскажите, пожалуйста, Людмила Александровна, ваши впечатления от фестиваля? Ну, прежде всего хочется сказать, что этот конкурс «Мама-лыж» проходит у нас традиционно 8-й раз. И инициатором такого праздника для беременных женщин и для молодых семей была Силкина Марина Сергеевна, Лига женщин, при поддержке Айсена Сергеевича Николаева. Но в этом году этот праздник прошел для беременных очень, можно сказать, грандиозно, поскольку мы вошли в программу форума «Женщин долины Туймада». Я думаю, что вот эти праздники, они нужны для того, чтобы призывать женщин к позитивному материнству, к повышению статуса семьи и статуса отцовства. Большое спасибо, Людмила Александровна. Также свое активное участие принимали молодые папаши, которые продемонстрировали свое мастерство в пеленании детей. Все участники получили ценные призы и памятные подарки. Со всей уверенностью могу сказать, что праздник удался на славу. На этом у меня все. Юлия. Спасибо, Полина. Я напомню, на прямой связи была наш корреспондент Полина Долинская. А мы переходим к новостям спорта. Развивать и делать спорт доступным – это одно из главных направлений социальной политики Алроса. Сегодня в алмазной компании 50 спортивных секций, в них тренируются более 2000 желающих. Королева спорта легкая атлетика своей доступностью привлекает и взрослых, и детей. Не зря говорят, что легкая атлетика – королева спорта. Этот вид привлекает и взрослых, и детей. В культурно-спортивном комплексе алмазной компании бегом занимаются не только школьники, но и работники предприятий и подразделений Алроса. Спортсмены показывают неплохие результаты на районных и республиканских соревнованиях. Несколько раз в неделю они собираются на манеже стадиона «Триумф». Есть два направления. Есть направление для результата работать и тренироваться. Есть такое направление, так скажем, оздоровительное направление. Там мы от людей не требуем никаких результатов, они сами себя оздоровляют, мы им просто помогаем. Как правильно начать бегать, с чего начать и как лучше сделать. Одна из легкоатлеток – Марина Пухова, бухгалтер авиакомпании «Алроса» со спортом на «ты» с малых лет. Она многократный чемпион и призер Якутии по лыжным гонкам. В легкую атлетику пришла в 2016 году. Бег – это здоровье и движение. Каждый человек может заниматься бегом на природе, особенно в летнее время. Сегодня тренировки и соревнования по лыжным гонкам Марина Семеновна совмещает с бегом на длинные дистанции. В этом году она преодолела полумарафон в Санкт-Петербурге. В этом году я участвовала в Балтийском марафоне, город Санкт-Петербург, и заняла 2-е место. Считаю хорошим результатом для начинающего бегуна. Сегодня у Марины в планах преодолеть марафон. В секции по легкой атлетике говорят, для этого у нее все есть. Особенно спортивная закалка, которую она получила в детстве. Именно она сегодня помогает спортсменке преодолевать дистанции в десятки километров. Анна Винокурова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе россиянин Денис Лебедев проведет бой против южноафриканца Тамбиса Мчуну за титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета WBC Silver. Подробности у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, когда пройдет бой и какие прогнозы? Юлия, приветствую. Бой пройдет 21 декабря в Красноярске. Напомню, Лебедев объявил о завершении карьеры в июле прошлого года. Но позже он принял решение вернуться на ринг. Также добавлю, что в активе соперника Мчуну 21 победа, из них 13 нокаутом и 5 поражений. У Лебедева же 32 победы, из них 23 нокаутом и 2 поражения. Но об остальном по порядку. Добрый день. В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе россиянин Денис Лебедев проведет бой против южноафриканца Тамбиса Мчуну за титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета WBC Silver. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Сообщается, что соответствующее письмо от WBC было отправлено в промоутерскую компанию в среду. Также были назначены и официальные лица поединка. Бой между Лебедевым и Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. В активе Мчуну 21 победа, из них 13 нокаутом и 5 поражений. Лебедев объявил о завершении карьеры в июле прошлого года. Однако позже принял решение вернуться на ринг. Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы, из них 23 нокаутом и 2 поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версии WBA 5 раз и IBF в 2016 году. Всероссийская федерация плавания утвердила состав национальной команды на чемпионат Европы на короткой воде. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, в него вошли рекордсмен мира, призер чемпионата мира Климент Колесников, также олимпийский призер Владимир Морозов и призеры чемпионата мира Мартин Малютин и Владислав Гринев. Чемпионат Европы на короткой воде пройдет в британском Глазго с 4 по 8 декабря. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» дома проиграл чешскому Нимбургу со счетом 73-82 в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов. Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Шаван Льюис, набравший 20 очков. В составе чешского клуба больше всего очков набрал форвард Иван Альмейда. В его активе 19 очков. В турнирной таблице группы «С» Нижний Новгород занимает 3-е место с 3 победами и 2 поражениями. Нимбург возглавил таблицу, победив в 4 играх из 5. Действующим победителем является итальянская Болонья. Лига чемпионов – это 3-й по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка. Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP, который проходит в Лондоне. Напомню, призовой фонд соревнований составляет $9 миллионов. Матч завершился со счетом 3-2 по сетам в пользу 33-летнего испанца. В третьем сете 23-летний Медведев вел со счетом 5-1, но затем проиграл 5 геймов подряд. Спортсмены провели 3-ю очную встречу. Во всех побеждал Надаль. В предыдущий раз они встречались в сентябре в финале открытого чемпионата США, где Медведев уступил также по сетам 2-3. Медведев занимает 4-е место в мировом рейтинге, а Надаль является лидером. За карьеру он выиграл 84 турнира ATP в одиночном разряде, в том числе 19 турниров в серии «Большого шлема». Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября. Нападающий американского футбольного клуба Лос-Анджелес Galaxy швед Златан Ибрагимович объявил об уходе из команды. Об этом 38-летний спортсмен сообщил на своей странице в соцсети. Контракт нападающего с клубом истекает в конце этого года. Цитата: «Я пришел, я увидел, я победил. Спасибо Лос-Анджелес Galaxy за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Для фанатов: вы хотели Златана? Я дал вам Златана. История продолжается», написал шведский игрок. Ибрагимович перешел в Лос-Анджелес Galaxy из английского Манчестер Юнайтед в прошлом году. За клуб из США он сыграл 58 игр, в которых забил 53 мяча и сделал 15 голевых передач.
Футболисты национальной сборной Чили отказались проводить гостевой товарищеский матч против команды Перу из-за социального кризиса в стране. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Чили. В начале ноября Федерация футбола Чили сообщила, что товарищеский матч против команды Боливии, который был назначен на 15 ноября в Сантьяго, отменен из-за продолжительных в стране протестов. Позднее Южноамериканская конфедерация футбола сообщила, что финальный матч престижного турнира Южной Америки будет перенесен в Лиму. Матч должен был пройти в чилийской столице 23 ноября. Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября, после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо. Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек. Также пострадали больше 1500, задержаны свыше 4000 человек. Власти также проводят расследование обстоятельств гибели 5 человек в результате действий правоохранительных органов. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Юлия, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. И в завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах республики. В Алдане 29 градусов по Цельсию, идет снег. Ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Снежная погода и в Ленске 30 градусов ниже нуля, скорость ветра 1 метр в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты также минус 30, ветер 2 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 28, ветер в порывах до 4 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас небольшой снег, 24 градуса со знаком минус, ветер 2 метра в секунду. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.